словно уличный боец, оно выцарапывало свою долю мира ледникового периода. Это животное нельзя было преодолеть из-за его выносливости, стойкости и свирепости. С помощью этих качеств оно пугало или изнуряло противника, и тот покорялся. Благодаря своей неуступчивости ужасный волк жил более 100 тысяч лет. Но сегодня все, что от него осталось, это кости. Останки тысяч ужасных волков были найдены здесь, в смоляных ямах на ранчо Ла-Бреа, в самом сердце Голливуда. Этот черный котлован – мечта палеонтологов. Обнаруженные более 100 лет тому назад, смоляные ямы – самое большое хранилище костей ледникового периода в мире. Как рассказывают в сюжете иностранные документалисты, все, что осталось на нашей планете от древних волков – это кости, которые находят в смоляных ямах на ранчо Голливуда. Как оказалось, их вердикт оказался поспешным. Благодаря нашему богатому на находки криосферному региону, как Якутия, особенно его арктическим районам, якутским ученым представляются уникальнейшие находки. Одной из таких сенсационных находок стала мумифицированная туша древнего хищника, возраст которого 44 тысячи лет. Это была находка древнего волка эпохи Плейстоцена. Проведено вскрытие древнего волка Сабыйского улуса. Волк был найден еще 2 года назад, и пока были сделаны радиоуглеродные датировки там, и несколько институтов, чтобы вместе пришли в одно время. И за это время мы здесь готовились к этому вскрытию серьезно. И мы вскрыли современных волков, 9 волков, и изучили внутреннее содержимое. После этого уже мы подошли к этому вскрытию древнего волка. Мы уже знаем, что мумифицированные животные, внутренность, органы бывают сублимированные. Это означает, она как теряет влагу и немножко усыхает, размеры уменьшаются и немножко меняется структура. Вот. Поэтому надо было сперва подготовиться к этому. У нас удачное вскрытие прошло. Было решено внутренние содержимое, внутренние органы отделить от волка и вытащить наружу. После этого уже провести отбор образцов для генетики и для микробиологии. Была поставлена такая задача не только вот ДНК волка вычислить, да, а вычислить, что он ел перед смертью. Вот. И вот мы отобрали от желудка остатки пищи, прямой кишки. По моему мнению, волк в преклонном возрасте, он умер своей смертью. И как мы знаем, лайки, например, да, когда умирают, они уходят от хозяев, от домов, от дома. И даже если будешь искать этих собак, то никогда не найдете этой собаку, потому что они уходят в лес и находят такое укромное место, где его никто не будет тревожить. Волк-то он предок собаки, поэтому у них еще такое все равно есть. Они, когда погибают, и они уходят и куда-то залезают там, чтобы их никто не беспокоил, никто не клевал, никто не грыз. Он мог просто зайти куда-то в логово, может быть, старую, да, либо старую берлогу медведя, да, или под обрывом где-то, и потом его просто задавило, и все. Когда уже воздуха нету, они не корчатся. Еще вопрос, Геннадий Семенович, а насколько опасно производить
вскрытие, потому что я сам знаю, волки очень санитары леса и собирают все болезнетворные бактерии, вирусы и паразитов, да? Вот насколько это опасно и вот почему в чистой комнате производилось вскрытие? Ну, во-первых, чистая комната – это для генетических исследований, чтобы не было контаминаций современными этим. Ну, у нас был защитные вот эти комбинезоны, перчатки, там бахилы, там, ну, по инструкции, скажем. Все прошло, поэтому уже через год-два уже знаем, что у него было. Волк умер не зимой и не весной, а он умер летом или ранней осенью. В эти дни после вскрытия посмотрели остатки пищи внутренней содержимого. И содержится, ну, есть много частиц насекомых, и даже есть практически целые головы насекомых. В настоящее время я занимаюсь исследованием гельминтокопарологическим, то есть исследованием тех проб фекалий из прямой кишки, ободочной кишки на наличие яиц, личинок гельминтов. Ну, здесь надо сидеть долго, конечно, сотнями капель смотреть пробу. Методы Филлиборна используются с насыщенным раствором поваренной соли, метод нативного мазка в капле глицерина с водой. И находим яйца, уже предварительно нашли яйца аскариды, это одного вида только, Tox ascaris leonina. У волков, у собачьих ваших имеется два вида, в отличие от других животных. Аскариды – это Tox ascaris leonina и Toxocara canis. И сейчас мы нашли только пока один вид. Но это надо еще сидеть, смотреть. У современных волков, например, нашли 4 вида гельминтов. Это Tox ascaris leonina, Toxocara canis, Echinococcus granulosus и Diphyllobothrium latum, ну, широкий лентец, яйцо. Вот если сравнить, то вот яйцо, которое Tox ascaris leonina, у древнего волка получается диаметр он больше. Я здесь даже сделала, какая разница. Сейчас еще покажу фотографии. Так, диаметр, например, яйца этого вида аскариды 75 микрометров, а у современного волка 57,5 микрометров. То есть диаметр яйца больше, чем у современного волка. Разница между ними 17,5 микрометров получилась. А толщина оболочки тоже толще у яйца данной аскариды, у древнего волка 8,75 микрометров, а у современного волка было 5 микрометров. Разница толщины оболочки 3,75 микрометров. То есть по диаметру и по толщине оболочки получается у древнего волка они больше. Скажите, насколько сложно найти вот этих яйца этих гельминтов, и вот чтобы зрители поняли, вот вы сказали, еще надо тщательно изучать. Очень трудоемкая работа. Из одной пробы надо сделать пробу на предметном стекле. Это надо взять каплю воды с глицерином, это методика нативного мазка. Сюда пипеткой капаем, потом берем каплю из этой пробы фекалий древнего волка, кладем туда на эту каплю, покрываем покровным стеклом и смотрим под микроскопом. Это получается надо не одну каплю, две смотреть, а надо тысячами, сотнями капель смотреть, чтобы находить яйца-то. Вот я у современного волка сидела там почти 2 месяца, там искала. Затрудняюсь говорить. Конечно, у древнего волка они наверняка не живые. Но здесь нужны оборудование, там термостат и так далее. Ну, попробовать не всегда можно. А у современных волков, конечно, можно, потому что у них свежие вот эти трупы были. 9 волков, которые мы скрывали. Рассказывайте. 5 микрометров. И здесь даже на глаз видно, что она толще.
И толщина оболочки тоже, вот насчет толщины, а диаметр яйца тоже, вот здесь микрометр уже она стоит, она 75 микрометров, когда как у современной волка 57,5. У 75 еще Да. у мамонтов же. У мамонтов то же самое было. Да. Поэтому вот толщина оболочки и у мамонта была шире, да? Да. Так, дальше широкая, то есть толстая. И, по-моему, мне кажется, они и выживают в тех условиях, и выжили до сих пор, ну, в смысле, остались в пробах. Потому что я яйца странгелят не могу найти. Яйца странгелят, они очень тонкие, двухслойные, и, возможно, они не сохраняются. И у мамонта не было, и у древнего волка не было, и у древней лошади тоже я странгелят еще не нашла. Да. У древней лошади я тоже аскариды нашла. У них они очень сохраняются, оказывается. Тогда получается насчет толщины они сохраняются. Да, и толщины, и ну да, и насчет толщины они так сохраняются. И кроме того, еще у древнего волка предварительно яйца нематод, у нас есть личинки, не яйца, а личинки. Видите, они тоже похожие нематоды, личинки, они были у мамонта тоже. Да. И у лошадей, древние лошади были. Это Находили, однотипные да. личинки нематод. В круглых гельминтах нематод это круглые гельминты, а это личинки. До вида по личинкам никак невозможно определить. Это нужно действительно как-то их культивировать, выращивать или что-то там смотреть. Ну, здесь оборудование генетически анализ, короче. Ехать там, где это ДНК делается, и там рядом сидеть и говорить, что вот это яйцо аскариды у мамонта, яйцо аскариды у древней лошади, и до вида определить. Современного волка, вот яйца широкого лентица я нашла, современный волк. Вот такое яйцо я ищу у древнего волка. А на глаз уже можно определить, да? Да, сразу можно определить. Это у современного, вот такое яйцо красивое. Видите, она отличается от того яйца, которое я нашла, вид, да, Токс аскарис леонина, тем, что оболочка у них ячеистая. Видите, совсем другое. Это у современной лошади. Вот такой вид таксокара канис. Тогда два вида аскариды мы у древнего волка уже найдем, как у современного волка. А вот это яйцо эхинококка, вот которое опасно, эхинококкус, у современного волка. У древней, если найдем, это тоже вообще хорошо будет.